off. The home point has been updated. Please check it on the map. Я забыл, тут же звук тоже работает. Так, всем привет. В общем, так, вот сейчас мы над воздушными подушками. Хивусы перевозят людей на тот берег. Цену, кстати, не знаю. Если кто знает, пишите в комментарии. По-моему, 1002, что ли, рублей. Да, вот такой целый автопарк. Так, вроде пока никто не двигается, но давайте посмотрим, что у нас дальше. Время у нас, в принципе, есть, минут 20. Мы видим справа строящийся 203 микрорайон города Якутска. Это, так, для подписчиков, кто не из города, значит, это у нас такой достаточно интересная тут технология. Привезено очень большое количество речного песка, и дома, получается, стоят именно на этом песке, на намытом. Это у нас 203 микрорайон. Он достаточно новый, только строится. А вот там вдалеке уже такая испытанная технология. Почему вдалеке-то? Вот он, соответственно, по центру кадра. Это у нас уже 202 микрорайон, который стоит уже много лет. Так. Я, кстати, не знаю, видно ли сейчас, работает ли цена. Кстати, линии LED здесь тоже надо быть аккуратным. Могут блокировать радиосигнал. Так, это мы приближаемся к выезду с Зеленого луга. Так, вот по центру у нас, тут не видно мне, но должна быть стела. От нее вот, видимо, идет дорога. Я не вижу ни одного хивуса. Я думаю, нам удастся заснять хотя бы одного. Да, сильный ветер у нас тут сокращается время полета. Осталось то 10, то 12 минут показывает.
Так, для ориентирования. Город у нас остается позади. Да, летим дальше. Так, коптер отлетел уже на почти 3 километра. Встречный ветер, видимо, сильный. Как-то немного с трудом летит. А, кстати, вот смотрите, вот и Хивус. Ну-ка мы его немножко проводим. Ну, кстати, его и боком, и всяко разно таскает, оказывается. Да, дрифт. Так, потерялась у нас связь. Спустился чуть ниже. Сейчас попробуем подлететь поближе и восстановить связь. Ну все, я думаю, давайте вместе с этим Хивусом и вернемся в точку вылета. Потому что достаточно сильный ветер и есть вероятность потерять квадрокоптер, что не хотелось бы сделать. Ну, соответственно, кстати, он хорошо идет. Вот у коптера скорость 47 км в час в данный момент, и Хивус отрывается. Где-то 60, наверное, точно идет. Так, попробуем переключиться в спортивный режим. Так. Так, все, разогнались до 70 км в час. И главное, чтобы сейчас связь не пропала. Там можно, наверное, тут чуть ниже опуститься. Друзья, если вам интересны вот такие прямые эфиры, то пишите тоже в комментариях, я приду домой посмотрю, стоит такое делать, нет. Так, вот у нас Хивус сейчас выйдет на воду. Я, кстати, за название точно не знаю. Ну, Хивус как-то лучше, чем судно на воздушной подушке. Так, кстати, тут от меня недалеко. О, что-то он встал. Санитарная остановка. Ему, кстати, навстречу должен идти сейчас еще один. Он будет интересный кадр. Так. Удаление 1,5 километра от взлета. Что-то, может, случилось там. Так, поднимемся повыше. Связь пропадает от коптера.
Так, ну ладно, оставим его пока, поедем, полетим навстречу еще одному. Что-то сегодня прохладно стало, даже как-то легко оделся, а на улице ветер. Так, опять теряется связь. Не могу я ниже опуститься. Это, скорее всего, из-за наводок электрических, электромагнитных. Еще один красавчик летит. Ну вот это реальный вездеходный автобус на воздушной подушке. Да, ну что, полетное время у нас не бесконечное. Возвращаемся обратно на базу. Километр 300 удаления. Ну, вместе с этим и подъедем. Посмотрим весь путь его до причала. Че, как-то он неуверенно едет. Или ветром его сдувает. Знатоки есть? Расскажите нам про как управляются такие штуки. Да, похоже, что как будто ветром его сдувает, сносит. Там навстречу еще один едет. Такое ощущение, что они пережидают встречные как сказать, встречные хивусы. Ну, как-то странно. Видимо, в то же время это догадка такая, я не знаю. Если кто знает, ответьте, почему вот этот хивус уже второй раз остановился. Не дает нам
до конца его заснять, до высадки пассажиров. Да, ну ладно, возвращаемся без него. Да, друзья, напоминаю, если будет, ну, то есть вам интересно будет посмотреть такие прямые эфиры, напишите в комментариях. Вот, и всякие разные интересные какие-либо события постараюсь в том числе и в таком формате показывать. Давайте долетим до пристани, до места посадки пассажиров. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Да. Все, возвращаемся. Ну что, друзья, сейчас будет просто посадка. Всем спасибо, кто смотрел. В общем, оставляйте комментарии. Будет интересно их почитать. Все, до встречи.